студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Спокойствие жителей Мирного тревожит медведь, гуляющим по улицам. В Якутске берут начало многие исторические путешествия. Поделимся информацией об экскурсиях для жителей столицы. Завтра состоится возможный дебют якутянина в российской премьер-лиге по футболу. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Таймылыр Булунского района. Он обвиняется в совершении убийства 2 малолетних детей. По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый после затяжной ссоры со своей супругой, находившейся на лечении в городе Якутске, нанес кухонным ножом множественные удары в область туловища своим 2 малолетним сыновьям 2018-2019 года рождения. В результате полученных телесных повреждений дети скончались в фельдшерско-акушерском пункте поселка. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Верховный суд Республики Саха-Якутия для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По факту совершения в отношении детей особо тяжкого преступления комиссией прокуратуры республики с выездом на место совместно с прокуратурой района проведена проверка в органах системы профилактики Булунского района. Установлены грубые нарушения требований федерального законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьей, состоящей на учете. Выявлены иные многочисленные нарушения. По результатам проверки принято более 10 актов прокурорского реагирования. Дисциплинарной ответственности привлечено 13 должностных лиц, с 2 расторгнуты трудовые отношения. Для защиты населенных пунктов от природных пожаров задействованы специалисты МЧС России. Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос, а также тушению отдельных очагов по периметру пожаров. На территории Нюрбинского и Хангаласского района применялось 5 бортов авиации МЧС России. Произведен 131 сброс и слито 1247 тонн воды. Также на территории Горного района для искусственного вызывания осадков применялся Ан-26 «Циклон». По оперативным данным, на территории республики действует 235 природных пожаров. Ликвидировано 3 на площади 650 гектаров. На территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Алекминского, Имиконского, Тампонского, Сунтарского и Хангаласского районов сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Там зарегистрировано 205 очагов. В данный момент прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Аэромобильная группировка Главного управления отработала за этот срок на защиту 15 населенных пунктов. Перехода огня на жилые дома не допущено. В данный момент наши подразделения продолжают свою работу в 3 населенных пунктах Горного района. Там сосредоточено 60 человек личного состава и 7 единиц техники. Продолжает работу авиация МЧС России. Самолеты Б-200 сегодня запланированы к работе по приближенным к населенным пунктам пожарам на территории Сунтарского и Нюрбинского районов. А вот жителей Мирного сегодня испугали вовсе не пожары. В пригороде медведь подобрался к окнам жилого дома. Видео с косолапым распространяется по мессенджерам с пометкой «На Заречном». Впрочем, владельцы местных участков утверждают, это не их район. Медведь обнюхал автомобиль во дворе, постоял на 2 лапах и, видимо, ушел восвояси. Так это или нет, стоит помнить, если вы встретили дикое животное, не паникуйте и поднимите шум. А при приближении зверя бросьте в него камень. Хищник боится всего неожиданного и крупного, советуют спасатели МЧС. Помните, нельзя оставлять пищевые отходы в месте отдыха и на тропинках, где ходят люди.
В Якутии свою работу продолжает добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Общественная организация набирает добровольцев для борьбы с огнем и занимается сбором продуктов питания и инвентаря для пожаротушения. Подробнее о деятельности штаба нам расскажет мой коллега Власий Сергеев. Прямо сейчас он выходит с нами на связь из штаба. Власий, приветствую. Как идет набор добровольцев? Валерия, приветствую. На сегодняшний день на лесных пожарах работает более 80 добровольцев, которые отправились сюда именно из этого штаба. Они работают в 3 точках. Это у нас Намский, Горный, Хангаласский, Улусы. Сейчас, с вашего позволения, я проведу для вас небольшую экскурсию по штабу добровольцев. И, конечно же, мы знаем, что перед отправлением каждый доброволец, конечно же, проходит подробный инструктаж касательно пожаротушения и, конечно же, оказания первой медицинской помощи. Вот мы видим, в штабе у нас имеется специальная площадка с тренажером Гоша. И здесь добровольцы, собственно, проходят инструктаж. Стоит отметить, что у нас инструктаж проводят добровольцы учебного центра «Спасатель». Ну и давайте пройдем к столам нашего штаба. Собственно, мы видим, здесь сейчас уже кипит работа. Вот центральный стол, пожалуй, он самый главный. Здесь у нас ведется запись добровольцев. Вот мы видим то, что подходят люди и записываются. Что касается документов, необходимых для записи, то нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. Конечно, доброволец должен быть еще старше 18 лет. Каких-то других у нас требований не имеется. Ну и видим, вот за этими столами у нас ведется набор, прием продуктов и всего необходимого инвентаря для тушения огней. Вот мы видим, за столом у нас есть коробки. Там у нас, как я знаю, лежит 200 упаковок макаронных изделий, которые в ближайшее время отправятся по улусам. Штаб работает по заявкам, то есть если какие-то улусы имеют какие-то определенные запросы, они отправляют заявки сюда, здесь все это обрабатывается, и по этим заявкам, собственно, и отправляются машины. Что касается автопарка, то сейчас мне сказали то, что нет, да, вот именно у штаба определенного парка вот автомашин, но пока работают своими силами. Но мы знаем то, что с сегодняшнего дня, да, наконец начали ходить автобусы, предоставленные специально для штаба, и это, конечно, очень отрадно. Сейчас я предлагаю вам пройти в склад, устроенный вот в специальном помещении. Здесь мы видим вот все то, что принесли неравнодушные граждане. Вот мы видим, например, вот шлемы, каски, да, медикаменты, все необходимое для вот добровольцев. Вот, конечно же, тут и опрыскиватели, лопаты, ведра, это все принесли неравнодушные граждане. Также, конечно же, огнеборец не может обойтись без специализированного костюма, который защищает от собственно, огня и, конечно же, воздействия дыма. Тут и носки, и, конечно же, еще вот сегодня, например, привезли ткань, специальную ткань для портянок, конечно же, тоже очень необходимая вещь для добровольцев. И сейчас мы будем иметь возможность пообщаться с, собственно, волонтером общественного добровольческого штаба республики по борьбе с огнем Ольгой Григорьевой. Ольга, добрый день. Ну что ж, расскажите о своем штабе. Как же вообще вот зародился этот штаб? Добрый день, дорогие зрители. Ну, понимая сегодняшнюю ситуацию, мы, волонтеры, решили объединить свои силы, свои усилия и сделать единый штаб, где можно будет совершать приемку материальной помощи, выдачу нашим добровольцам, да, и, конечно же, запись добровольцев. На сегодняшний день мы должны собрать около 130 добровольцев для выездов мобилизации в Горный, Намский, в Хангаласский, Улусы. И очень хорошо, что вы про нас рассказываете, потому как на сегодняшний день ситуация не улучшается. И даже вот когда тушат большие пожары, нужны люди для того, чтобы окараулить, да, есть такое понятие окарауливание и, в общем, вот где волонтеры, маленькие огни не должны допускать того, чтобы это превратился в большой пожар. По сегодняшний день 17 пожаров у нас локализовано и ликвидировано 8 пожаров. Это именно силами ваших добровольцев? Это вообще данные из оперштаба. И, например, вчера, вот в эти дни с 9 июля у нас едут добровольцы в Магарас.
Все знаем, что там большие пожары и дым идет оттуда. И на сегодняшний день 81 доброволец именно из нашего штаба единого, где мы начали вот эту работу, поехали. И на сегодняшний день тоже ищем. Сейчас у нас есть сбор средств идет. Вот то, что вы показали, это все куплено на средства наших волонтеров, которые отправляют, помогают. Приемы на карту мы прекратили. Сейчас нужно только на расчетный счет. Вот, и я хочу сказать телезрителям то, что Майтона, вот то, что нам выделяет 30 миллионов, это мы еще не получили, мы получили 2 миллиона, пока и на все это вот закупаем по мере необходимости по заявкам. А то, что еще нужно будет по технике, по крупным каким-то закупкам, это все напрямую оплачивается со счета Майтоны. Это и правильно, потому что справляться с такими большими закупами штаб не сможет. Ну и мы будем просто вести контроль, вести сборы наших добровольцев и оснащать их, обеспечивать всем необходимым, что им нужно. Поэтому, дорогие наши слушатели, если есть добровольцы, которые слушают нашу передачу, если вы хотите пойти, хотите чем-нибудь помочь, но у вас нет обмундирования, одежды, приходите к нам в наш штаб, мы всем этим вас обеспечим. И также от наших улусов мы ждем заявки, где сложная ситуация с продуктами питания, также с огнетушителями, всеми средствами, которыми мы можем помочь, мы вам поможем. Ну что ж, Ольга, большое вам спасибо. Мы желаем вам удачи в вашей дальнейшей работе. Ну что ж, дорогие телезрители, прежде чем попрощаться, я хотел бы отметить, да, то, что вот прежде чем принести, да, какие-то вот продукты или же необходимый инвентарь для тушения пожаров, можно обратиться по телефону вот штаба, да, или вот в соцсетях найти страницу, ну, в общем, выйти на связь, чтобы вот принести именно необходимые вещи. Вот я уже говорил о том, что улусы работают по заявкам. И еще раз хочу отметить то, что штаб у нас работает ежедневно, без выходных, с 9 часов утра до 9 вечера. То есть на протяжении всего этого времени вы сможете как принести продукты, инвентарь, так и записаться в добровольцы. Ну что ж, у меня на этом все. Валерия, передаю слово тебе. Благодарю, Власе. А я напомню, что с нами на прямой связи из оперативного штаба был наш корреспондент Влася Сергеев. Перейдем к эпидобстановке. За прошедшие сутки на территории республики выявили 105 случаев COVID-19. Так, в Якутске коронавирус диагностировали у 55 человек, в Мирнинском районе у 9, в Вилюйском районе у 6 человек. По 5 случаев заболевания зафиксировали в Алданском и Нюрингринском районах, по 4 в Ленском и Мегино-Кангаласском районах, по 3 в Амгинском, Намском и Усть-Алданском районах. Еще в 7 районах республики выявили от 1 до 2 случаев заражений. Всего в республику поступило 278 377 доз вакцины. Первую вакцину получили 258 293 человека. Всего использовано более 90% от общего объема вакцины, поступившей в республику. В поликлиниках города Якутска сегодня в доступности есть вакцина «Спутник». Все адреса вакцинации указываются на соответствующих сайтах, а также сайтах Министерства здравоохранения Республики. Граждане могут получить вакцину. В случае неполучения вакцины, соответственно, возможна и доступна до сих пор запись, и она будет являться актуальной на сайте госуслуг, куда вас пригласят для получения вакцинации. Современную систему замораживания семени быков в соломинках установили в Саха-агроплеме в Якутске. Этот аппарат является первым по всему Дальнему Востоку. Интегрированная система будет отвечать за фасовку, маркировку и криоконсервацию семени. Автоматизированный процесс заменит устаревший долгий способ замораживания. Отметим, сейчас в Саха-агроплеме искусственно оплодотворяют 60% скота. С помощью новых технологий показатель оплодотворения планируют повысить на 15%. Здесь установлена самая современная машина. Это автоматическая программируемая заморозка семени. Как это происходит? Если раньше, давным-давно, мы просто
морозили в парах жидкого азота, и при этом мы совершенно не могли на это никак влиять. И когда происходит просто в парах, то очень, ну не то что очень много, но в любом случае много сперматозоидов погибает. А данная система, она позволяет большему количеству сперматозоидов пережить криоконсервацию. Ученые Академии науки Республики подвели промежуточные итоги реализации программ и мероприятий в рамках объявленного в стране Года науки и технологий. Так, по словам ученых, Якутия в этом году стала обладателем одного из российских грантов по организации работы в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития», над реализацией которого сегодня трудятся ученые региона. Также в этом году при поддержке главы республики Асена Николаева запущен второй этап комплексных научных исследований по развитию производительных сил на территории Якутии. Ученые надеются, что в августе пройдет тендер, и начиная с сентября 9 отобранных проектов начнут свою реализацию. Значит, в рамках НОЦ мирового уровня «Север» включено в него 9 проектов. Основные из них, это развитие технологий, скажем, горнодобывающей промышленности. Это, одно из направлений очень важных, связано именно с качеством жизни человека на севере. Это гуманитарные аспекты, это проблемы медицины, биотехнологии. Главная цель подавляющего большинства проектов НОЦ «Север» – это повышение качества жизни человека на севере. До конца года мы как раз должны реализовать первый этап заявленных проектов с тем, чтобы на 31 декабря 2021 года успешно пройти предварительный отчет в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Стартовал инклюзивный фестиваль молодежи без барьеров, созданный автономной некоммерческой организацией людей с инвалидностью движения без барьеров. Фестиваль проходит в онлайн-формате в рамках реализации проекта «Молодежный клуб движения» при поддержке гранта главы Республики Саха-Якутия. Мероприятие проводится с целью создания условий для развития, самореализации и социализации молодежи с инвалидностью и популяризации вовлечения во все сферы жизнедеятельности. В программе фестиваля мастер-классы, интерактивные игры, литературный конкурс и не только. На сегодня наших участников ждут мастер-класс по английскому языку, коммуникативные занятия, презентационная интерактивная игра, урок доброты и различные конкурсы. Надеюсь, этот день пройдет для ребят очень плодотворно. Город-форпост, город-тюремный этап, город-почтовая станция. Именно в Якутске берут начало многие исторические путешествия и экспедиции. Об экскурсиях для жителей столицы узнавала наш корреспондент Надежда Саханская. Об этом не напишут в Википедии. Экскурсии Лады Евсеевой не похожи на праздный променад, где надо обратить внимание налево или повернуть голову направо, где находится очередной интересный объект. Методист исторического парка «Россия. Моя история» Лада Евсеева проводит пешие познавательные прогулки не только по Якутску, но и по близлежащим населенным пунктам. На новой экскурсии Лады дети узнали о том, что село Старая Табага было частью Иркутского почтового тракта. Табага основана в 1743 году как Табагинская почтовая станция на Якутско-Иркутском почтовом тракте. Наше село как раз и обязано созданию Якутско-Иркутского почтового тракта. Регулярная почтовая гоньба, по которому началась в 70-е годы до 18 века. На сегодняшний день в репертуаре методиста около 10 экскурсий. Среди них познавательные маршруты об исторических личностях нашей республики, ознакомительные программы и даже музыкальные экскурсии. Ладе Евсеевой пришла идея таких культпоходов еще в 2017 году. Это вопрос, наверное, к 2017 году, потому что в 2017 году мы первый раз провели первую краеведческую программу «Якутск. Перекоснись к истории». Она продолжалась 10 дней, и каждый день мы с детьми по 8 часов в день объезжали предприятия, музеи, встречались с интересными людьми города, поэтому эта программа, это уже получается 4-й год. И в городе
А теперь к новостям спорта. Завтра может состояться дебют якутянина в российской премьер-лиге. Воспитанник детского футбольного клуба «Пульс» Артем Соколов, перешедший этим летом в подмосковные «Химки» в рамках первого тура национального первенства, сыграет против санкт-петербургского «Зенита». Как футболист прошел путь от Мархинских грунтовых полей до сильнейшего дивизиона страны, знает Власий Сергеев. Первые шаги в футболе Артем Соколов сделал в детской команде «Пульс», куда пришел в 7-летнем возрасте. За 4 года в составе «Пульса» Артем стал победителем городских, республиканских и всероссийских турниров. Артем все время, у него, знаете, развитие было такое поступательно вверх, скажем. Стагнации не было никогда. И одну из таких важных ролей сыграло то, что он с ребятами все-таки постарше возрастом тренировался. Естественно, ему нужно было в тот момент, когда он с ними играл и тренировался, думать чуть побыстрее. В 2015 году «Пульс» стал победителем всероссийского фестиваля «Кожаный мяч», после чего Соколов и еще 2 игрока мархинской команды были приглашены в ведущие академии страны. Артем перебрался в Чертаново, где он провел последующие 8 лет. Занимаясь в Московской академии, якутянин, играющий на позиции полузащитника, стал приглашаться в юношескую сборную страны. Всего в активе Соколова 25 матчей за национальную команду, в которых он забил 11 мячей. Он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле, наверное, получают удовольствие от этой игры. Ну и когда став старшим тренером сборной 2003 года, в общем-то, сомнений никаких не было, что этот игрок будет одним из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. В прошлом сезоне Соколов стал победителем юношеской футбольной лиги России и был признан лучшим игроком турнира. После успешной кампании он дебютировал во взрослом футболе, перейдя в основную команду Чертанова, которая выступает во 2-м по силе дивизионе страны. Этим летом случилось пока что самое важное событие в карьере 18-летнего якутянина – подписание контракта с подмосковными «Химками». Естественно, играть с такими футболистами, как Глушаков, там у них еще есть опытные такие ребята, да, у которых он может подучиться. И, естественно, с такими игроками, тренируясь вместе, играя, у него будет рост намного быстрее, чем он, допустим, сейчас бы играл бы в ФНЛ. Самое главное на этом этапе у него это постоянная игровая практика, чтобы он выходил. В предсезонном турнире «Кубок Пари-матч» Соколов провел 3 встречи, в которых отметился 2 ассистами. Якутянин полностью здоров и находится в хорошей форме. Он полностью готов дебютировать в РПЛ. Напомним, в первом туре «Химки» якутянина сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Власий Сергеев, Павел Пахомов, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.